В эфире новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Событие, за которым следят миллионы. Владимир Путин начал традиционную прямую линию. Озвучим основные тезисы к этому часу. В Усть-Алданском районе впервые прошел форум работников сельского хозяйства. Расскажем подробности. В столице республики дали старт командному чемпионату республики по пулевой стрельбе. Состязания пройдут по двум видам – стрельба из пистолета и винтовки. Президент России Владимир Путин начал прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами. Глава государства традиционно уже начал разговор с темы специальной военной операции. Президент выразил уверенность в том, что до конца текущего года будут видны новые успехи российских бойцов. Создаются зоны безопасности на Сумском направлении. В Харьковской области под контроль перешел Купянск. Там армия России контролирует город, добавил Путин. Между тем, Москва готова и хочет завершить конфликт на Украине мирными средствами, заявил президент. Россия знает об определенных сигналах, в том числе из Киева, что Украина готова вести какой-то диалог, отметил президент. Но все-таки, вы знаете, все-таки мы видим, и чувствуем, и знаем об определенных сигналах, в том числе и со стороны киевского режима, о том, что они готовы вести какой-то диалог. Единственное, что я хочу сказать, мы тоже всегда об этом говорили, мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Далее, безусловно, экономическая ситуация в стране. Рост ВВП в этом году составляет 1%. За 3 года экономика России выросла на 9,7%. Снижение темпов экономического роста – это плата за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей, заявил Путин. Глава государства отметил и сохранение хороших темпов повышения реальных зарплат. За год они выросли на 4,5%. Ну а дефицит бюджета должен в трехлетку составить не более 1,5%. Что у нас дальше происходит? Промышленное производство выросло тоже на 1%, а вот обрабатывающая промышленность на 3,1%. Производство сельскохозяйственной продукции выросло на 3,3%. Важный вопрос – жилищное строительство. Миллионы квадратных метров общей площади. В прошлом году было 107,8. В этом году будет небольшое снижение, но все-таки показатель хороший. 103-105 миллионов квадратных метров. В Хангаловском районе завершилась декада, посвященная 130-летию первого боевого генерала из Якутии Андрея Притузова. В течение года прошел ряд мероприятий, увековечивающих память генерал-майора. Притузовские чтения для школьников, соревнования по пулевой стрельбе и другие события. Завершились мероприятия в Покровске возложением цветов к могиле Андрея Притузова. В его родном селе Улаханан прошел торжественный памятный вечер с участием общественности и потомков генерала. Когда Андрей Иванович в 1967 году второй раз приехал после Великой Отечественной войны на свою родину, они увидели со своим дядей, моим прадедом Притузовым Иннокентием Дмитриевичем, и с Покровска до Улахана 16 километров прошли пешком, вспоминая прошлое, детство, как они раньше жили. И бабушка говорила, что когда они пришли после пешей прогулки, пришли, выпили топленого молочка, разговаривали чисто на якутском языке, а оба они были русской внешности. Северо-Восточный федеральный университет совместно с типографией Гагарина презентовали книгу «Вы нашей памятью хранимые, будете всегда живыми». В нее вошли военнослужащие СВО, погибшие при выполнении боевых задач. В первый том были внесены имена 241 человека. На представление книги пришли вдовы и дети бойцов, коллеги погибших и общественные деятели. Наша главная цель с Розалией Петровной, чтобы светлая память о тех, кто отдал свои жизни за то, чтобы жизнь продолжалась во имя мира на планете. Конечно, они должны быть теми людьми, которые должны войти в вечную историю, героическую историю нашей Родины. Вот так же, как солдаты Великой Отечественной войны, например.
В Усть-Алданском районе впервые прошел форум работников сельского хозяйства. Основной целью его является развитие отрасли в районе, привлечение молодежи и организация работ. Здесь собрались руководители 3 основных департаментов из профильного министерства и обсудили с главами наследов и руководителями хозяйств, занимающихся производственным хозяйством, животноводством, овощеводством, перспективы внедрения новых технологий в развитие сельского хозяйства. Было высказано очень много предложений, соответственные проблемные моменты, на которые сегодня еще не решены. Это коммунальная коммуникация, доведение электричества и коммуникации до Сайлуков, Канибас, соответственно, привлечение молодых кадров, подготовка условий, рабочих условий, улучшение рабочих условий, рабочая программа, возобновление рабочей программы ИЖС. Осенний и зимний сезон провоцирует рост заболеваемости ОРВИ как у взрослых, так и у детей. Своевременная вакцинация дает возможность организму выработать иммунитет, а соответственно болеть меньше и легче. В последнее время количество вакцинируемых стало меньше, не все могут уйти вовремя с работы. Как эту проблему решает в Алекминске, знает Елена Фаст. Лучший визит в поликлинику с целью профилактики. В этом году вакцина от гриппа поступила в конце августа, что дало возможность выполнить план на 100%. В Алекминском районе план 10150 – это общее, а по детям 3600. И на сегодняшний день у нас? На сегодняшний день план выполнен на 100%, вакцина использована в полном объеме. Вообще население охотно идет? Мы выезжаем бригадами, выполняем планы, вызываем всех детей, родителей, делаем обзвоны, выезжаем в организации. Большая часть населения получила вакцину своевременно, что очень важно для здоровья. У нас профилактика от гриппа, вакцинация началась 25 августа. Но подходит? Но уже сейчас как мало по сравнению с сентябрь месяц. Больше тогда была самая большая масса, да? Да. Для того, чтобы заболевший инфекционными заболеваниями получил медицинские услуги в полном объеме, организован отдельный блок. Изданы внутренние регламентирующие приказы. То, что пациентам прерогативы заболевших именно острой респираторной вирусной инфекцией с повышением температуры, у них есть у нас есть такое понятие, как вызов врача на дом, то есть прерогатив. И обращается, если самообращение подошел пациент, он приходит в зону инфекционную, то есть там его принимает врач или фельдшер, назначает лечение. Большой плюс теперь пациентам не обязательно идти в поликлинику. Врача можно вызвать на дом, а не сидеть в общем потоке с температурой. По ОРВИ нет, немного у нас вызовов, мало. В день у нас бывает 3-4 вызова по ОРВИ. Но такая возможность есть? Да, такая возможность есть. В течение какого времени врач приезжает? Вызова мы принимаем до 11 часов, врач уедет после обеда, после 2 часов. И все адреса охватывают? Да, которые мы приняли, мы ей даем, она едет. В целом населению стоит быть внимательнее к своему здоровью. Лечиться выходит значительно накладнее. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Хирургической службе Татинского района 75 лет. В связи с этой юбилейной датой прошли торжественные мероприятия и научно-практическая конференция. Подробности в сюжете далее. Не только с юбилеем и вправду по итогам уходящего года хирургическое отделение под руководством Алексея Семенова стало лучшим отделением Центральной районной больницы. С юбилеем друг друга поздравляли и рады были этой встрече коллеги по работе, хирурги, анестезиологи, медперсонал, с каждым именем которого связана история хирургической службы ТАТ. Их связывает одна больница, служение, любовь к профессии, миссия спасать и лечить людей. Очень многие были рады видеть хирурга, спасшего много жизни, Ивана Викторовича, у которого золотые руки и доброе сердце. В театре встретил очень много старых знакомых, с кем работал, коллег и так далее. Воспоминания очень хорошие. Работали всей командой. Не зря говорят хирургическая служба. Это именно служба, служение. Хотя мы и без погон, но служим населению, служили населению Татинского улуса. Тогда было очень много
криминальной травмы, проникающих ран, ДТП. С мотоциклов люди падали и оперировали все. И на черепе делали терпанацию черепа, проникающие грудной клетки, проникающие брюшной полости. Делали операции женщинам, родовоспаление, кесарево сечение, внематочную беременность, кровотечение внутреннее. В данное время медперсонал хирургического отделения насчитывает 32 человека. Об истории, а также о современной хирургии и развитии отделения с докладом на практической конференции выступили хирурги отделения Татьяна Посельская, Алексей Семенов, анестезиолог-реаниматолог Иван Соловьев и гости мероприятия. С очень интересным и содержательным рассказом выступила одна из первых врачей-хирургов района, заслуженный врач республики, отличник здравоохранения СССР Алевтина Иннокентьевна Захарова, которая рада и благодарна, что хирургия так развивается. Наше отделение в последние годы активно развивается, использует новые методы лечения, в том числе видеоэндоскопические технологии, при заболеваниях органов брюшной полости, грудной клетки и при различных травмах. В нашем отделении оперируется в год свыше 300 пациентов, из них 70% это пациенты оперируются малоинвазивными методами лечения, такие как видеоэндоскопические операции и операции при травмах шейки, бедренной кости, при переломах используется блокируемый интрамедулярный остеосинтез бедра. Наша школа передается хирургическая, из поколения в поколение, как начинали сильные наши хирурги, и сейчас продолжают работать очень сильные наши специалисты. В свою очередь мы благодарим врачей-хирургов, весь персонал отделения за заботу о каждом пациенте и желаем, чтобы они не забывали и о себе. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Татинский, Улус. В Якутске тем временем дали старт командному чемпионату республики по пулевой стрельбе. Состязания пройдут по двум видам – стрельба из пистолета и винтовки. Итоги подведут 21 декабря. Победители пройдут отбор в сборную республики и представят Якутию на 3 крупных стартах страны – чемпионате и первенствах России. За это право поборются сразу 114 спортсменов из 22 команд, самыми перспективными из которых эксперты называют команды Сунтарского и Чурапчинского районов, а также Якутска. Впрочем, предугадать результаты довольно сложно. Это были все новости к этому часу. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Еще больше новостей на сайте yak24.ru и в наших социальных сетях. До встречи.